Они даже не умеют время выдерживать правильно. Вам подыгрывают. Больше всех я выдержал время, не нарушал его. Второе. Все, кто перед вами стоят, это все бывшие коммунисты. Сейчас они прикидываются. Сейчас они за русских. Особенно и я. сегодня. Да, Особенно помолчите, я помолчите. Я молчал, когда вы говорили. И сейчас буду молчать. Первая встреча на одной эфирной площадке, а накал борьбы уже высочайший. Самый зрелищный этап дебаты стартовал по всей стране. Эта дискуссия на федеральном телеканале собрала 2 представителей и 5 кандидатов на президентский пост. Дебатируют и в регионах. На нашем телеканале представляют интересы кандидатов в президенты их доверенные лица. Мы просто доносим ту повестку, с которой идем на этих выборах, и призываем всех прийти и проголосовать, потому что это выборы очень важные для страны, и, в общем-то, они определяют дальнейшую судьбу нашей страны и всех нас на ближайшие годы. Поэтому каждый из нас должен прийти на выборы. Наиболее громко либерал-демократы заявляют о себе на митингах. Попутно региональное отделение продолжает работать над распространением агитматериалов. В КПРФ тоже разбирают сотни пакетов с газетами и листовками из Москвы. 100 тысяч экземпляров тираж свежего выпуска «Правды» на республику. С изображением кандидата даже открытки к 8 марта. Впрочем, главную ставку КПРФ тоже делает на дебаты. Листовки, газеты, плакаты – это так фоново оно играет. 5-7% можно изменить позицию. А телевидение, как говорится, это наше все. И сегодня, например, насколько достойно и эффективно мы используем каждую секунду и минуту, чтобы донести свое слово, да, о Павле Николаевиче Грудинине, это очень важно. Поэтому мы готовим людей, разрабатываем темы, обсуждаем это с Москвой, какие вопросы повестки дня есть. Тем более, вы знаете, эфирного времени не так много. В штабе Владимира Путина к агитработе готовят молодых волонтеров. Их, кстати, уже больше сотни. На днях республику с рабочей поездкой посетил член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Иван Махначук. Он побывал в Воркуте, Инте и Ухте, где провел встречи с трудовыми коллективами и общественниками. В столице Коми побеседовал с молодежью. Говорит, главное – привлечь жителей на выборы. Самое главное сегодня наша работа, и ваша прежде всего среди молодежи, это то, чтобы людям объяснить, рассказать, люди поняли и пришли на выборы. Потому что важна явка. Чем выше явка, тем выше легитимность. В региональном отделении «Яблоко» готовятся к ключевой акции. Примерно за неделю до выборов в республике пройдет кампания «От двери к двери». Волонтеры проведут поквартирные обходы и вручат избирателям буклеты. Сам кандидат, между тем, работает на имидж. Недавно посетил приют для собак. Если в обществе жестоко отстреливают, отлавливают собак, если уничтожают собак просто по прихоти и для того, чтобы заработать на этом, то в этом обществе никогда не будут защищать людей. Ксения Собчак продолжает колесить по стране. Столица Коми в графике пока не числится. Последний визит состоялся в Мурманск. Кандидат побывала на борту атомохода и пообщалась с горожанами. Я не слышала о пенсионерках, все-таки пенсионерка. В вашей программе затронута эта тема? Да, мы об этом тоже. Вот 123 123 шага. Почитайте нашу программу, я собираюсь мы об этом говорим. У нас, конечно, существует большая проблема. Не отстает и кандидат Максим Сурайкин. На днях коммунист посетил Южную Осетию. Сергей Бабурин же пока ограничивается интервью с журналистами и участием в дебатах. Бизнес-омбудсмен Борис Титов тоже выезжать в регионы не торопится. Зато инициатив множество. Например, кандидат от партии Роста предложил переносить столицу России каждые 12 лет. Таисия Жакова, Антон Ворожищев, телеканал «Юрган».